Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Зверское убийство таджикской девушки офицерами российской военной базы в Душанбе. Убитую с трудом опознали родственники. Facebook как политическая партия. Казахстанские пользователи социальной сети выдвинули политические требования президенту Назарбаеву. Президент воспримет, и это будет осуществлено, то это будет большой прорыв в жизни всех казахстанцев. Рейтер опубликовал секретный мирный план Путина по Сирии. Асад должен уйти через 18 месяцев. МИД России опровергает, а в самой Сирии до мира пока далеко. Выйти замуж за иностранца. Почему в Кыргызстане осуждают кыргызских девушек, которые ищут заграничных женихов? Потом я мужу говорю, я хочу, что он мне дает хлеб с маслом или рамен. МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Таджикистане с требованием объективной оценки насильственной смерти гражданки Таджикистана на территории российской военной базы. Шуира Джабирова была убита в офицерском общежитии. Ее тело было найдено в мусорном контейнере недалеко от базы. По подозрению в убийстве арестован российский офицер Иван Щербаков, который взял на себя вину за это преступление. У нас на связи наш корреспондент Душанбе Анушервон Арипов. Он присутствовал на похоронах Шуиры Джабировой. Анушервон, здравствуйте. Что известно об обстоятельствах убийства на данный момент? Да, здравствуйте, Динара. Только что здесь прошли похороны 22-летней Шуиры Джабировой, убитой по версии следствия на территории 201-й российской военной базы военнослужащим старшим лейтенантом Иваном Щербаковым. Тело девушки выдали родственникам только вчера, и оно находилось в ужасном состоянии. По словам близких, опознать ее смогли не сразу и только благодаря личным вещам и родинке на теле. Шуиру долго избивали перед смертью, у нее была сломана челюсть, выбиты передние зубы, размозжена задняя часть головы. Все тело превращено в один большой синяк. Через несколько дней позвонили, спросили, сможете опознать свою сестру или нет. Я пошла и узнала ее. Считаю, что они меня убили наполовину, убив мою сестру. В них нет ни грамма жалости. Вся она такая синяя была. Матери мы не показали тело, ей и без того уже плохо. С девушкой российский военнослужащий Иван Щербаков познакомился в одном из столичных ночных клубов, где развлекался со сослуживцами. Он пригласил Шуиру к себе в общежитие, и она согласилась поехать с ним. Об этом рассказал в своем телефонном разговоре частный извозчик, который в ту ночь подвозил девушку, старшего лейтенанта и его друзей от клуба к базе. Их было 4 СНГшников, а она одна была. Ага. Куда вы повезли их? 201-ю дивизию. Во сколько? 4:39 мы были уже там. Утра? Да, в 4:39 утра мы были там. Камера записала это время. По сообщению источника на базе, во время предварительного допроса старший лейтенант Иван Щербаков заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит о произошедшем. Однако это заявление выглядит неправдоподобно, ведь он не просто убил девушку, но и сумел незаметно вынести тело с территории базы, охраняемого стратегического объекта, и выбросил ее в мусорный контейнер. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следственные органы 201-й российской военной базы. Дополнительные подробности будут обнародованы только по окончании этого следствия. Также, по словам родственников, правоохранительные структуры Республики Таджикистан в расследовании участия не принимают. Динара. Казахстанцам неожиданно вернули ЖЖ. Доступ к одной из крупнейших социальных сетей, блог-платформе LiveJournal, был разблокирован с 11 ноября, сообщает Комитет связи, информатизации и информации Министерства по информации и развитию Казахстана. Напомним, Казахстана 4 года не могли воспользоваться живым журналом. Доступ к нему был закрыт 20 августа 2011 года. Как заявляли власти, из-за распространения материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. По неофициальной же версии, блокировка произошла из-за блога, который там вел бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. Он публиковал отрывки из своей книги «Крестный тесть». Теперь же, после смерти Алиева в Австрии, претензий к LiveJournal больше нет.
Похоже, что казахстанские неправительственные организации собираются объединиться в политическую партию на основе Фейсбука. Первым действием стало ответное жесткое послание президенту Казахстана. Подобно 100 шагам к развитому государству, предложенным Нурсултаном Назарбаевым в своей предвыборной программе, послание НПО также пошагово описывает проблемы страны и пути их разрешения. Послание к президенту рождалось и обсуждалось в Фейсбуке. Подробности в репортаже Дмитрия Белякова. Представители гражданского общества обратились с посланием к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В алматинском офисе Бюро по правам человека состоялась пресс-конференция, на которой руководители неправительственных организаций озвучили результаты опроса населения, проведенного в социальных сетях. Авторы послания говорят, что специально старались подготовить результаты до традиционного ежегодного послания главы республики. Не все вошло в это, конечно, послание. Проблем очень много в стране. Но хотя бы, если это то, что мы сегодня заявим, президент воспримет, и это будет осуществлено, то это будет большой прорыв в жизни всех казахстанцев. Равно как и послание первого лица государства народу, ответный документ разграничен по шагам. Правда, их не 100, как в прошлогоднем послании Назарбаева, а всего лишь 27. Это проблемы в сфере образования и жилищный вопрос, несоблюдение прав человека и несовершенство судебной системы. Отдельное место в свете резкого удешевления национальной валюты занимает блок экономики. Сколько бы правительство ни заявляло, что эти цены будут сдерживаться, тем не менее цены растут. И здесь в первую очередь встает вопрос о том, чтобы государство установило такие правила игры, которым бы рынок подчинялся. По словам активистов, в вопросе в социальных сетях приняли участие более 2000 респондентов. Планируется, что мониторинг будет проводиться ежегодно. Однако далеко не все казахстанцы верят в то, что онлайн-инициатива будет реально воспринята на уровне правительства. Там пишут люди, которые не знают политику или как бы не знают правительства. Мне кажется, нет. Почему? Вы думаете, правительство сидит в Фейсбуке, в соцсетях и смотрит на все это, за что люди? Не все сидят в социальных сетях, во-первых, и не все прослойки населения могут дать, так сказать, правильный ответ, трезво оценить ситуацию. Авторы послания, тем не менее, считают пользователей социальных сетей реальной гражданской силой. Более того, по словам общественников, в ближайшей перспективе их ожидает выход в офлайн с созданием легитимной политической партии. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Рейтер опубликовал секретный мирный план Путина по Сирии. Асад должен уйти через 18 месяцев. МИД России опровергает, а в самой Сирии до мира пока далеко. Выйти замуж за иностранца. Почему в Кыргызстане осуждают кыргызских девушек, которые ищут заграничных женихов? Потом я мужу говорю, я хочу, что мне дают хлеб с маслом или рамен. Стремительно развивается очередной допинговый скандал вокруг российских спортсменов. На этот раз речь идет о массовом применении допинга российскими легкоатлетами. Накануне комиссия Всемирного антидопингового агентства опубликовала доклад о применении ими допинга и рекомендовала дисквалифицировать россиян. Ситуация такова, что сборную России по легкой атлетике могут не допустить к участию в следующей Олимпиаде. В своем отчете Всемирное антидопинговое агентство ссылается на записанные разговоры спортсменов между собой, десятки интервью с фигурантами скандала и свидетельства анонимных источников. Что же вызвало подозрения в анализах российских спортсменов, изучила Екатерина Кочкина. Комиссия Всемирного антидопингового агентства заинтересовалась результатами российских легкоатлетов после выхода документального фильма «Допинг совершенно секретно» немецкого телеканала АРД. Агентство провело собственное расследование и установило повсеместные нарушения спортивных стандартов. Мы неоднократно говорили о вмешательствах в систему допинг-контроля, которые имели место быть не только раньше, но и вплоть до середины этого года, когда расследование уже велось. Мы обнаружили случаи, когда результаты допинг-тестов скрывались, за это платили деньги, а пробы в лабораториях уничтожались. В России отчет комиссии восприняли как очередную атаку на отечественный спорт. А здесь попытка сделана бросить на весь спорт тень. Это недопустимо, еще раз скажу, и могу вас заверить, что российский спорт, он сегодня является таким лидером мирового спорта, и я думаю, что и в борьбе с допингом, и в завоевании, и участие в соревнованиях. И мы будем продолжать эту работу.
Позже министр добавил, что готов при необходимости закрыть российскую систему антидопингового контроля и тем самым сэкономить деньги. В докладе агентства говорится о том, что допинг в России целая система, в которой замешаны все, от самих спортсменов до чиновников и даже сотрудников ФСБ. Беспристрастность, объективность и прозрачность Московской антидопинговой лаборатории нарушались надзором со стороны ФСБ, в том числе во время Олимпиады в Сочи. В Сочи некоторые мужчины притворялись инженерами лаборатории, но на самом деле они были агентами ФСБ. После выхода доклада свою работу приостановила Московская антидопинговая лаборатория, а спортсмены требуют пересмотреть результаты Олимпиады 2012 в Лондоне. Я был шокирован, узнав, что Сергей Кирдяпкин, который обогнал меня в Лондоне, должен был быть отстранен от соревнований еще в 2011 году. Но Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала ничего делать до Олимпиады в Лондоне. Они позволили ему участвовать в соревнованиях, несмотря на допинг, и он обогнал меня и получил золотую медаль. Антидопинговое агентство требует лишить медалей Лондонской Олимпиады сразу двух россиянок – Марию Савинову, быстрее всех пробежавшую 800-метровку, и Екатерину Поистогову, бронзовую призерку на той же дистанции. Их и еще ряд российских легкоатлетов предлагают пожизненно лишить права участвовать в соревнованиях. Подготовить опровержение России необходимо до пятницы. Катерина Кочкина, «Настоящее время». Иностранные спортивные организации требуют наказать министра спорта России Виталия Мутко, который допустил такое масштабное применение допинга российскими спортсменами. А наш корреспондент Вадим Кондаков спросил москвичей об их отношении к разгорающемуся скандалу. День добрый, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы слышали, что Международное допинговое агентство хочет запретить нашим легкоатлетам участвовать в соревнованиях международных? Слышал. Как вы относитесь к этой инициативе? К этой рекомендации? Ну, что с них взять? Они же недоразвиты. Так что я как-то, уже привык, что они все под нас что-то копают. Сами ничего сделать не могут. Вот решили таким способом избавиться от наших спортсменов. Просто, может, говорят. Или так? Нет, якобы есть исследование независимой международной комиссии. Но когда точно докажут, тогда можно что-то думать. Но у вас какое ваше личное мнение? Вы верите в то, что наши спортсмены повально принимают допинг? Да нет, такого навряд ли. Хочется верить, что они чистые, они такие здоровые, красивые по телевизору. Ну, наверное, есть, которые принимают, но они скоро закончат принимать. Вы сами не принимаете допинг? Нет. Для спортивных результатов? Нет, это все потом имеет плохие результаты. Я как-то попробовала, и ничего хорошего не получается от этого. А вы не верите в то, что это может быть так? Ну, не знаю. Думаете, предвзято относятся к нашим спортсменам? По всей вероятности, да. А почему, как вы считаете? Ну, не знаю, мне кажется, это политика задействована в этом плане. Я так далека от спорта. Ну, так не скажешь. Да нет, что спорт вообще не мое. Хотят запретить нашим спортсменам вообще участвовать даже в Олимпиаде. Не, ну это вообще, конечно, перебор. Ну, там, наверное, что-то такое, чего мы не знаем, наверное. Может, в других странах это более изощренно делается, что это сложно определить. Но, а мы по простоте своей попали под раздачу? Ну, вот что-то такое произошло. Мне кажется, так. Ну, сейчас вот на Мутко тоже есть наезд. Говорят, что якобы он покрывал всю эту допинговую историю, а его якобы покрывал чуть ли не самой ФСБ. Ну, это я не знаю. Это вряд ли ФСБ будет в это лезть. Мутко, конечно, я к Мутко как отношусь. Он такой скользкий, Мутко, что он обтекаемый такой товарищ. Наши спортсмены, в принципе, они не могут столько в таком массовом количестве нарушать, так сказать, этот допинг-контроль. А вы бы стали смотреть Олимпиаду без российских спортсменов, если бы им запретили участие? Ну, принципиально назло не смотреть? Нет, интересно было бы или нет? Ну, мне неинтересно. Не знаю, неинтересно. Ну, хочется поболеть за своих, конечно. Агентство Рейтер опубликовало тезисы секретного мирного плана по сирийскому урегулированию, который, как утверждают журналисты, был недавно составлен в Кремле. Примечательно, что в этом плане Башару Асаду отведено только 18 месяцев в качестве главы Сирии. Москва собирается постепенно вывести его из игры. МИД России решительно опроверг публикацию Рейтер и заявил, что никакого плана не существует, а есть только идеи и наработки.
Тем не менее, эксперты оценивают опубликованные тезисы более чем серьезно. Там, в частности, говорится о необходимости конституционной реформы, досрочных выборах. Президенту Сирии отводится функция главнокомандующего, в его ведении будет работа спецслужб и внешняя политика. Но этим президентом по планам Кремля будет уже не Асад, а кандидат, согласованный всеми сторонами сирийского конфликта. Тем временем армия Башара Асада и ее иранские союзники при поддержке российской авиации одержали первую крупную победу. Им удалось прорвать блокаду военного аэродрома Кувейрис в окрестностях Алеппо. Бои за аэродром продолжались 3 года. Боевики Исламского государства долго пытались взять под контроль этот стратегический объект. Обороной занимались более 1000 сирийских солдат и курсанты военных училищ, которые все это время находились в окружении боевиков. О возвращении аэродрома Кувейрис сообщило государственное телевидение Сирии. Вы видите кадры ликования сирийских солдат, которые поют, что посвящают эту победу президенту Башару Асаду. Источник Рейтер в военных кругах Сирии утверждает, что во время операции были освобождены сотни солдат и офицеров, находящихся в плену у террористов. Госканал Сирии показал, как освобожденные солдаты звонят родным, а командиры произносят с трибун духоподъемные речи. У нашей армии боевой дух. Они выполняют свои обязанности, точно следуя планам операций. Успешная работа наших войск приводит к большим потерям у террористических группировок. А вот видео из Сирии другого содержания. Как утверждает Рейтер, это кадры очередного авиаудара в окрестностях Дамаска. Это видео, как сообщается, было снято в городе Дума, в 10 километрах от столицы Сирии. Авторы ролика говорят, что жители пригорода были ранены в результате налета именно российской авиации в минувший понедельник. По словам спасателей, которые работают в районах подконтрольных сирийской оппозиции, правительственные войска и их союзники применяют кластерные бомбы в сирийских городах. Между тем поступает информация, что повстанцам из исламистских группировок удалось нанести ракетный удар по городу-порту Латакия, в окрестностях которого и расположена крупнейшая российская авиабаза «Хейми». Как сообщают сирийские СМИ, в результате этого обстрела погибли 23 студента университета Латакии, хотя боевики объявили, что этот обстрел является местью россиянам за их бомбежки. Боевые роботы – новое оружие, которое может вступить в бой в ближайшее время. Модели, способные уничтожать живую силу противника, уже существуют. Но как заставить робота понять, что один убитый главарь банды не стоит жизни 20 мирных жителей, погибших при его ликвидации? Репортаж Вадима Оленичева. На фоне стремительного распространения высоких технологий весьма остро встал вопрос о применении технических новинок в военных целях. И прежде всего всевозможных роботов. Модели боевых роботов, которые способны уничтожать живую силу противника на суше, воде и в воздухе, уже существуют. Даже если часть экспертов признает использование роботов на войне неэтичным, уже сейчас кибермашины для убийства несут боевое дежурство на линии фронта или на границе, например, в Южной Корее. А значит, в интересах Соединенных Штатов и НАТО максимально эффективно взять их на вооружение. В то же время необходимо понять, если сделать роботов полностью автономными, то есть свободными от контроля человека, а это уже реальность, смогут ли они выполнять боевую задачу, не нарушая моральных норм? Как заставить робота понять, что один убитый главарь банды не стоит жизни 20 мирных жителей, погибших при его ликвидации? Или, может быть, стоит? И как удержать богатейшие государства, способные тратить миллиарды долларов на военные нужды, от злоупотреблений своим военным превосходством? Пока что у юристов больше вопросов, чем ответов. Юридическая сторона дела крайне важна, особенно если речь идет о видах оружия, которым обладает лишь одна из воюющих сторон. Если такая держава начинает пользоваться ими до того, как они оказались на вооружении других стран, она должна следовать законам ведения вооруженных конфликтов, равно как и международным законам в целом. Эксперты выступают за утверждение 3 основных принципов ведения любой войны. Первый – это принятие мер, которые позволяют населению стран-участниц избежать излишних страданий и бедствий, связанных с войной. Имеется в виду охрана объектов инфраструктуры, больниц и пунктов распределения гуманитарной помощи. Второй принцип – избегать применения средств, обладающих губительными побочными эффектами, которые невозможно контролировать. Прежде всего, оружие массового уничтожения. Недопустимость его применения в наши дни практически никем не оспаривается, но радикальные режимы пытаются переписать это правило в свою пользу. И, наконец, третий принцип, который перекликается с первыми 2. Нельзя вести дискриминационную войну, направленную против людей, принадлежащих к определенной расовой, этнической или религиозной группе.
Сложность заключается в следующем. Контроль за соблюдением этих принципов практически отсутствует, когда войну ведут разрозненные региональные группировки. А именно так ведутся сейчас военные действия в Афганистане, Сирии, Ираке, Нигерии. В попытках заставить мировое сообщество следовать выработанным нормам, адвокатам от военного дела не следует забывать, что любая война – это аномалия. Она никогда не проходит так, как планировалось. И уложить в рамки юридического контракта гуманитарные аспекты военных действий, гибель и страдания людей, голод и болезни, разрушение населенных пунктов, скорее всего, не удастся. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Выйти замуж за иностранца. Почему в Кыргызстане осуждают местных девушек, которые ищут заграничных женихов? Этот вопрос изучала Джибек Бегалиева. С первого взгляда и не скажешь, что муж у Эстегуль иностранец и что это не Кыргызстан вовсе, а Америка. Со своей кыргызской женой Майкл познакомился на конференции в Душанбе. Там же предложил ей выйти замуж. Сейчас у пары растет общая дочь, старший сын Эстегуль заканчивает здесь учебу. Через 2 недели он мне говорит: Эстегуль, вы мне нравитесь. Я говорю: вы что, с ума сошли? Я завтра уезжаю уже. Хэппи-эндом заканчиваются не все браки кыргызстанок с иностранцами, рассказывает студент, обучающийся в Южной Корее. Возможно, сейчас девушек, которые выходят замуж за корейцев, стало меньше. Можно сказать, что всего лишь пару лет назад на борту каждого самолета, который прилетал из Кыргызстана, была девушка, которая приехала строить здесь семью. Я думаю, это связано с тем, что корейские брачные агентства в Бишкеке уже закрылись. Здрасте, это брачное агентство же, да? Да. Скажите, а женихи из Кореи сейчас у вас есть? Есть анкеты? Нет, мы сейчас не работаем с женихами из Кореи, но есть иностранцы, которые проживают в Бишкеке. Найти агентство, предоставляющее такие услуги, в Бишкеке теперь непросто. Однако сотни девушек уже успели уехать на полуостров, и жизнь некоторых из них сложилась совсем не так, как они мечтали. Потом я мужу говорю: я хочу, что он мне дает хлеб с маслом или рамен. Все. Жұмшут. Впрочем, бывает и намного хуже. По данным МВД, от 2012 года в сексуальное рабство попадает каждая 6-я кыргызстанка, вышедшая замуж за гражданина другой страны. Прошлый созыв кыргызского парламента даже предлагал запретить выезжать за границу девушкам, не достигшим 22 лет. Инициативу в обществе нашли абсурдной, однако до сих пор девушки, решившиеся на брак с иностранцами, подвергаются давлению у себя на родине. Бывать в публичных местах или тем более давать интервью такие пары не хотят. Потому что люди про нас много знают, а потом много чего говорят, столько приколов ходит про нас, столько негатива от людей исходит. Поэтому, я думаю, меньше знают, и нам спокойнее как-то. Супруг Эльнуры, Даниэл Tego, родом из Ганы. Несмотря на то, что спортсмен выступает за национальную футбольную команду Кыргызстана, союз молодых людей поддержали не все. Я новое слово изучил. Толерантность. Впрочем, и девушки к бракам кыргызстанцев с женщинами из других стран относятся не намного терпимее. История гида Каната, влюбившегося в американку Оливию, тоже наделала много шума. Наши кыргызские девушки, когда вот с таким сильными эмоциями как-то вот, ты Гелинка с Кайненешкой, это, знаешь, мне немного, чуть-чуть было даже обидно. Жить Канат и Оливия собираются в Кыргызстане. К новой семье девушка уже привыкла, и из уважения к матери мужа она пока даже не снимает платок. Кыргызские традиции Оливия, по словам Канаты, приняла сразу, а вот улыбчивую девушку Кыргызстан примет, видимо, не скоро. Джибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.